Его троллейбус пассажиры узнают издалека. По красным футболкам Каирбек всегда одет в цвет государственного флага или по надписи Wi-Fi на лобовом стекле. Для студентов и даже горожан постарше бесплатный интернет иногда повод просто прокатиться по городу. Никто не удивляется, просто спрашивают пароль, а когда выходят, выражают благодарность. Каирбек рассказывает, что в дороге люди обычно смотрят прогноз погоды или читают новости. Интернету, как оказалось, горожане теперь доверяют чуть ли не больше, чем традиционным медиа. По телевизору они сначала обрабатывают и переделывают, а потом показывают. А в интернете как есть, так и показывают. Теперь для Руслана, да и для всех кыргызстанцев интернет вообще может стать роскошью. Провайдеры Казахстана, через которые интернет транзитом проходит в Кыргызстан, одновременно заявили о том, что хотят в 3 раза поднять стоимость своих услуг. Сообщения об этом уже поступили в офисы местных поставщиков. Цены они пока не подняли, но скорость трафика уже заметно снизилась. Вот об этом предупреждает одна из компаний. В связи со сложившейся ситуацией, связанной со значительным повышением стоимости за трафик по внешнему интернет-каналу от вышестоящего провайдера, в ближайшие несколько дней возможно снижение скорости доступа в сеть интернет. В Ассоциации операторов связи Кыргызстана считают, что их казахстанские коллеги вошли в ценовой сговор. Кто-то даже расценил это как попытку Казахстана оказать давление на развитие интернета в регионе. Однако те, кто давно занимается информационными технологиями, выдвигают и другие версии. Одна из них о возможной монополизации интернет-рынка государственным провайдером Кыргызтелекомом. При этом много вопросов у экспертов и к местным операторам интернет-услуг. Подозрительно, но никто из них пока не бьет тревогу и не объясняет, насколько именно повышают цены казахстанские поставщики. Возможно, потому что в стоимость их услуг просто заложены сверхприбыли. Насколько мне известно, все-таки в расходах наших операторов, интернет-провайдеров, расходы на именно канал, на интернет-канал, на вот транспорт или как он там называется, они представляют не самую большую статью расходов вообще, расходы на канал. То есть у них очень много расходов там других, в том числе налоги, в том числе там заработная плата, там какие-то арендные вещи. В правительстве Кыргызстана сейчас готовят специальное обращение. Жалобу на партнера по экономическому союзу кыргызские чиновники намерены направить в один из профильных органов ЕАЭС. Дюбек Бегалиев, Азат Интумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.